Асылбек Бакиров, көпчүлүгү билип билбейт. Асылбек өзү дагы мындай өтө катуу баспаган, катуу сүйлөбөгөн киши. Өзү менен өзү болуп, илими менен алек болуп, Манастагы сабагын өтүп коюп, тынч эле сен мага тиге, мен сага тигейин болуп эле жүрө берет. Асылбек өзү ошондой табиятында Москвага бир жолу биз МГУга барып, конференцияга катышып, Борбордук Азия жана Африка институтуна барып, чоң конференцияга катышканбыз Атамбаевдин катышуусу менен. Бул абдан чоң 2012 жылы 21 декабрда болчу. Жана акыр заман болот, дүйнө кыйрайт деп атканда, ошондо биз ушул конференцияны өткөргөнбүз. Биз ошо уюштуруучулардын да бири болгонбуз. Ошол конференцияны МГУда конференция өтөт деген Манас боюнча бул чоң жетишкендик болгон ошол кезде. Анда эмесе сөз Асылбек Апасович Бакировда. Азыркы тапта Асылбек Бакиров Ельцин атындагы Кыргыз-Россия славян университетинде эмгектенет. Стадиальная эволюция эпоса Манас. Начнем с того, что героический эпос есть одна из форм художественного мышления народа. Но она не принадлежит какому-то одному определенному периоду, а эта форма мышления развивалась в связи с развитием общественного сознания, мировоззрения народа. Но истоки эпоса восходят к глубокой древности. Древнее эпоса были только миф и сказка. Если мы обратимся к трудам Мелетинского, Проппа, Жермунского, крупных специалистов в области эпоса, то мы обнаружим, что миф и сказка имеют различные формы типизации. Под образом мифологического героя обычно подразумевался весь племенной коллектив, и это был древнейший фольклорный образ, он был единственным, и под ним подразумевался весь племенной коллектив. В его подвигах скрывались победы человека над силами природы или над иноплеменными противниками, которые обычно изображались в облике фантастических чудовищ. Самые разнообразные формы приобретают. Что касается сказки, то под его героем мыслился отдельный индивид, то есть любой человек из племени. Но поскольку один человек был бессилен перед силами природы, то помощь ему всегда оказывают какие-то сверхъестественные помощники, там, духи, предметы, животные. И без их помощи он практически сам был бессилен. И, собственно, героический эпос возникает в результате взаимодействия вот этих двух древних форм художественного мышления. С одной стороны, герой наделяется силой всего коллектива, всего народа, да? Вместе с тем он наделяется способностью совершать индивидуальный подвиг. То есть под героем эпоса уже кроется не весь народ, не весь коллектив, а, собственно, индивидуальность, богатырь. И вот прежде чем приступить к рассмотрению вопроса о возникновении героического эпоса, обратимся к историческим предпосылкам, к тем условиям историческим, которые, собственно, вызвали к жизни героический эпос, как особый вид художественного мышления. Обычно героический эпос вызывается к жизни мощными общественными импульсами, когда совершаются, по выражению Гегеля, события, затрагивающие все стороны действительности, когда происходят крупные изменения в хозяйственных, социальных
и семейно-брачных отношениях. То есть коренным образом меняется структура в целом человеческого общества. И вот такими переломными событиями в жизни древних предков кыргызов явилось возникновение номадизма в начале первого тысячелетия до нашей эры. Кочевое скотоводство, так называемое. Если пастушеское хозяйство возникло где-то в четвертом тысячелетии до нашей эры, или там древние семиты, арии, вот были древние скотоводы, но они вели сезонный образ жизни. То есть зимой они не могли выпасать скот на пастбищах. А вот именно кочевое скотоводство, оно предполагает именно круглогодичное кочевание с содержанием скота на подножном корму. Это можно было сделать только при помощи верхового коня. Пешком пеший пастух никогда не сможет пасти диких лошадей, например. Они просто-напросто от него ускачут. Да? И, собственно, верховой конь обеспечил возможность пастушеским племенам перейти к вот этому круглогодичному кочеванию. И, собственно говоря, с этого момента и появляются в степи первые кочевники, скотоводы. Саки, усуни, гунны и другие. Собственно, предки древних кыргызов. Да? Территории Евразии позволяли, евразийских степей позволяли содержать скот круглый год. Возьмем, к примеру, пастбища Сонгкөл, Арпа, Сусамыр или там Алай. Вот на этих пастбищах можно круглый год выращивать сотни тысяч лошадей, если не миллионы лошадей. И таким образом верховой конь обеспечил человеку возможность перейти к совершенно новой форме пастушеского хозяйства, а именно кочевому скотоводству. И, значит, освоение дикой лошади под верховую езду удалось это совершить при помощи уздечки и металлических удил. Это произошло в конце эпохи бронзы, в начале эпохи железа. В 8-7 веках до нашей эры конь полностью был укрощен и приспособлен к верховой езде на дальние расстояния. Собственно говоря, освоение техники верховой езды на лошади совершает переворот также в военном деле кочевников. С этого момента впервые в степи появляется новый тип воина, воина-всадника. Да? И, соответственно, появляется новый род войска, конница, кавалерия. И современники, допустим, саков, усуней, или хуннов, древних тюрков, монголов, все они отмечали, что против степной конницы практически бесполезно воевать. И с этого момента оседло-земледельческие народы, они начинают строить, китайцы, например, начинают строить свою знаменитую стену, другие народы переселяются в возвышенные места, строят крепости, или же сами вынуждены были переходить к кочевому образу жизни. Иначе противостоять этой силе было практически невозможно. Это тоже есть один из важнейших факторов, который привел, в конце концов, к возникновению героического эпоса. Затем, вот это круглогодичное разведение скота на пастбищах, оно позволило очень быстро увеличить поголовье скота до небывалых размеров доселе.
И скот, находившийся изначально в общественной собственности общины, постепенно новый уклад жизни позволял патриархальной семье успешно вести хозяйство, не привлекая к этому силы всей общины. Это позволяет патриархальной семье выделиться в самостоятельную экономическую единицу и стать самой мелкой социальной ячейкой общества. По сути дела, возникновение отдельной патриархальной семьи стало крупнейшим событием древности. И патриархальная община семейная превращается в господствующую форму семейных отношений в обществе кочевников периода разложения родового строя. И вот этот массовый переход пастушеских племен к кочевому образу жизни приводит к бесконечным военным столкновениям кочевников из-за пастбищ, из-за охотничьих угодий. И, собственно, начинается постоянная борьба. В результате общество переходит к военно-демократическому строю. То есть, по сути дела, любой член общества, тот, кто может сесть на коня, кто может взять в руки оружие, тот потенциальный воин. Причем вне зависимости, мужчина это или женщина. Да? И, собственно говоря, в этот период происходит резкое возрастание роли отдельного индивида, собственно. И, собственно, поскольку происходят бесконечные военные столкновения, на первый план выдвигается богатырь-воин. Собственно, тот, кто может встать на защиту своего рода, своего племени. Да? И, собственно, происходит идеализация физической силы и воинской доблести отдельного индивида. Воинская героика, собственно говоря, приводит к возникновению культа воина. И вот поскольку это происходило в реальной действительности, оно же находит отражение в народном творчестве. Собственно, появляется эстетика богатырства, так называемая. И в связи с появлением эстетики богатырства, собственно говоря, вот этот процесс выделения личности находит отражение свое в богатырской сказке. Собственно, уже в богатырской сказке закладывается как бы прообраз будущего богатыря эпоса. То есть он чрезвычайно силен, необыкновенной силой обладает, но еще самое главное, что он приобретает героический характер. То есть он необузданной яростью обладает, такой дерзостью. В архаическом эпосе это приводит даже к богоборчеству. Да? В классическом эпосе уже богатырь вступает в конфликт не с богами, а с властью. То есть, ну, вспомним Илиаду, например, да? Ахиллес спорит с Агамемноном. То есть вот тут проявляется, собственно, богатырский характер. Он никогда ни перед чем не успокоится, идет напролом и делает именно то, что считает нужным сделать. Вот, собственно, зачатки будущего богатыря эпоса, героического эпоса. И, собственно, вот эти события, которые, как сказал Гегель, затронули все стороны действительности, они как бы и послужили вот теми историческими предпосылками для появления героического эпоса как нового художественного творчества. Еще раз перечислим, значит, да? Возникновение номадизма, зарождение частной собственности, выделение личности из племенного коллектива, появление в степи нового типа воина, создание патриархальной семьи.
Вот основные предпосылки, которые, собственно, были вызваны самой жизнью и явились необходимыми ступенями исторического развития. И в художественном виде вот эти процессы, они находят свое яркое отражение в героическом эпосе. И как я уже вам сказал, что героический эпос вырастает на основе взаимодействия двух форм типизации – мифологической и сказочной. Собственно, главным героем эпоса тюрко-монгольских народов становится конный воин-богатырь. Он совершает подвиги во имя своего рода и племени. Согласно верному наблюдению Сазона Суразакова, конь являлся главным атрибутом воина-богатыря. Богатырь без коня не богатырь, им становится только тот, кто садится на коня. И, собственно, важная роль коня в жизни кочевников, особенно в военном деле, собственно, предопределила центральное место, которое занял образ коня в героическом эпосе. Невозможно себе представить богатыря тюрко-монгольских эпосов без его верного спутника, товарища, боевого, по сути, соратника, да? Богатырский конь. И, собственно, вот те коренные изменения в жизни общества, они породили героический эпос, основными темами которого становятся борьба героя с чудовищами. Вот, без сомнения, образ, который перекочевал в героический эпос из древней мифологии. Героическая, собственно, вот борьба с чудовищами, она чем знаменательна? Чтобы показать, идеализировать образ богатыря. Чем страшнее чудовище, тем удивительнее становится победа над ним. И, собственно, это есть один из способов идеализации эпического героя. Героическое сватовство, как я уже упомянул, возникновение патриархальной семьи стало одним из крупнейших событий древности. Оно, по сути дела, стало тем основным фактором, который привел к разложению первобытно-общинного строя. Первобытная община разлагается на патриархальные семьи, которые потом, собственно, разрастаются в крупные племена, племенные союзы, кочевые государства, империи, по сути дела. Ну и постепенно, значит, сюжетами эпоса становятся те процессы, которые, собственно, происходили в первобытном обществе периода его разложения. Тема родовых и семейных расприй, например, да? Сейчас мы к этому подойдем. Тема кровной мести, побратимства, борьба с набегами. По сути дела, тематика архаического эпоса ограничена сферой семейно-родовых отношений. Это сближает архаический эпос с богатырской сказкой, организующим началом которой служит биография главного героя. Она, как правило, начинается с чудесного рождения, богатырского детства, героическое сватовство, и так далее, вплоть до смерти богатыря. И, собственно говоря, вот эта структура развития богатырской сказки, она отчасти была перенесена на героический эпос. В героическом эпосе можно проследить и биографическую циклизацию, которая затем сменится так называемой концентрической циклизацией, когда уже будут вокруг героя объединяться сюжеты, не только связанные с главным героем, но и сюжеты, произведения, которые были присущи различным племенам, но которые объединятся вокруг главного героя, когда будет происходить процесс сложения
народностей, когда много племен будут объединяться, и, собственно, будет появляться, собственно, народный эпос. Не племенной, а именно народный эпос. Ну, к этому мы вернемся. Значит, на начальном этапе развития эпоса образы героя и его боевого коня сказочно гиперболизировались. Внешнему облику героя придавались черты сказочного исполина, у которого нос подобен целому холму, а переносится горному хребту. Да? А земля выдерживает его мощь только благодаря своей толщине. Грудь богатырского коня Манаса Аккулы сказители нередко сравнивают с гранитной скалой, а расстояние между его задними ногами с ущельем Чаткал. То есть, по сути дела, мы видим образ сказочного героя, и, собственно, и конь гиперболизируется, и герой гиперболизируется, что как раз и говорит о том, что это чрезвычайно ранняя портретная характеристика героя, которая затем будет заменена, поскольку такая характеристика перестает удовлетворять эстетическим потребностям на последующих этапах развития кыргызского народа. И, по сути дела, на начальных этапах деятельность героя носила еще культурно-героический характер. Главным противником героя выступают мифологические чудовища, в которых олицетворялись силы природы, стихийные силы природы. Но постепенно, в связи с техническим освоением природы, в связи с возникновением богатырской эстетики, собственно, образ богатыря исполина вытесняется чертами богатыря-воина. И, собственно, переосмыслялись и образы противника героя. И из олицетворения стихийных сил природы, враги, противника. И дальше жизнь его была непосредственно связана уже с кыргызами, с Манасом. И он становится одним из самых таких выдающихся образов киргизского эпоса. И, пожалуй, это один из древнейших образов наряду с образом самого Манаса. Древнее его может быть Айчурек. И, пожалуй, об этом сюжете, наверное, достаточно. И на, завершающем этапе эпохи разложения родового строя главной темой становится борьба с набегами. Собственно говоря, борьба с набегами действительно имело место быть. Это было чрезвычайно жестокие, видимо, события. И в соответствии с этим на это невозможно было не обратить внимание, особенно художественно одаренным поэтам, какими были в древности монасчи. Да? И, собственно, в этих сюжетах уже, собственно, раскрывается общественная функция богатыря. Он уже выступает как защитник нуждающихся в его помощи людях. В Манасе, допустим, есть образ, допустим, Нескары, да? Вот он на своему коне ему говорит: вот на Алтае есть там Манас, он подрастет, если он погубит тебя, иди пригони лошадей его, да? И, собственно говоря, подробно, практически натуралистично описывается ужас вот этих грабительских набегов, да, которые совершают противники. И Манас, собственно, выступает как защитник народа, простых людей от этих захватчиков. И что нужно здесь отметить? Если на ранних этапах грабительские набеги совершали фантастические образы, чудовища, да, то в конце эпохи родового строя данный образ уже перестает удовлетворять
потребностям эстетическим, и, собственно, мифологические чудовища заменяется на образ реалистический. То есть это уже люди, ханы, которые реально совершают набег, угоняют скот, население уводят в плен. И, собственно, герой защищает их. И таким образом уже подготавливается почва к развитию эпоса классических формаций. В архаическом эпосе еще нет борьбы за общенародные интересы, за общегосударственные интересы. Речь идет о конфликтах, связанных с семейно-родовыми отношениями. Что, еще раз повторюсь, сближает архаический эпос с богатырской сказкой. И, собственно, с развитием, с возникновением ранних феодальных отношений, возникновение крупных родоплеменных союзов, раннефеодальных государств, собственно, эпос вступает в свою классическую стадию развития. В эпосе появляются новые темы, новые образы, уже не связанные с образом главного героя. В частности, появляются образы богатырей. То есть происходит циклизация, вокруг главного героя объединяются богатыри, которые, собственно, олицетворяют собой различные племена, которые вливаются в состав единого государства. И, собственно, вот, образ Манаса дополняется образами 40 чоро. Да? Вот эти 40 чоро, это есть богатыри, которые призваны для того, чтобы защищать интересы народа, интересы государства. И, собственно, Манас из сказочно-мифологического образа преображается в образ грозного хана, феодального властителя. Да? Он стоит на страже кыргызского народа, кыргызского государства. Его окружает боевая дружина. И, собственно говоря, вот эти феодальные отношения были новым этапом в развитии народа и непосредственно находят отражение в героическом эпосе. Если вот полистать литературу о раннефеодальных кочевых государствах, там, древних тюрков, уйгуров, кыргызов, таких особо, таких упрощенных вариантов, что же такое кочевое государство, раннефеодальное, то это очень сложно, по сути. Приходится по крупицам собирать материал. Но есть литература о монгольском государстве. Она чрезвычайно богатая. И я вот в качестве примера того, каким же образом, что же из себя представляло кочевое государство ранее феодальное, решил обратиться к монгольской версии. И, значит, известно, что монгольское государство возникло в самом начале XIII века. В 1206 году на Курултае главой всей Монголии был провозглашен Чингисхан. В этом же году он проводит военно-административную реформу. Значит, вся Монголия делится на 95 округов. Начальником каждого округа он ставит определенного воина. Да? Этому воину он дает определенную территорию и 1000 семей, 1000 юрт. Да? С каждой юрты он может рекрутировать по одному воину. В экстренных случаях по 2 воина. И таким образом у него под ружьем всегда 1000 всадников, 1000 воинов. Да? 95 округов, стало быть 95 тысяч
воинов, да? 95 тысяч семей. Все они под началом тысячников. У этих тысячников есть начальники сотен, начальники десятков. И задача вот этого тысячника по первому приказу хана предоставить в его распоряжение боевую тысячу. Они должны прибыть к месту сбора на своих лошадях с запасом провианта и с набором вооружения. Если тысячник приводит свою тысячу на худых лошадях, без достаточного количества провианта и с недостаточным комплектом вооружения, такой тысячник сразу же смещался. На его место назначался другой командир. И таким образом у Чингисхана всегда есть 95-тысячное войско с проверенными командирами, тысячниками, сотниками и десятниками. Чины сотника, тысячника передавались по наследству. И таким образом вот эти начальники, они становились феодальными владетелями своих воинов и их семей. Таким образом создается вот эта военная аристократия. Плюс еще один элемент – это гвардия Кагана, гвардия Кагана. Да? На этом же Курултае вот он заявил, что пусть с каждой тысячи отберут мне воинов, наиболее смелых, наиболее ловких. Начальник тысячи пусть пришлет мне старшего сына и младшего брата. Вот этого сына тысячника пусть сопровождает 10 воинов. Начальник сотни пусть пришлет сына и брата, которого будут сопровождать 5 воинов. Да? И таким образом были отобраны 10 тысяч воинов. Эти 10 тысяч воинов стали составлять гвардию Чингисхана. Они вступают в бой, если в бой на битву выезжает сам хан. Основная задача их нести службу по охране ставки. И, по сути дела, тоже есть масса привилегий. Любой гвардеец выше любого полевого командира. Да? Рядовой гвардеец становится равным десятнику. Десятник становится равным сотнику. Сотник равняется тысячнику. Если кто-то ударит моего гвардейца кулаком, кулаками же бит будет. Если кто-то посмеет казнить гвардейца, то же самое будет казнен. Да? И таким образом у него, вот, по сути, вот такая военная организация. Она обеспечивает независимость монгольских племен и обеспечивает возможность широкой военной экспансии. Если мы посмотрим Манас, то, по сути дела, в Манасе мы обнаруживаем практически аналогичную военную организацию. На примере эпизода «Заговор ханов» можно это хорошо увидеть. То же самое рассказывать эпизод не буду, просто остановлюсь на тех моментах, которые как бы иллюстрируют вот то, о чем я только что сейчас вам сказал. В заговор вступают 6 ханов, каждый хан имеет свои войска, да? Они решают спровоцировать Манаса на конфликт и посылают к нему войсками, то будете уничтожены. И через 40 дней мятежные ханы со всеми своими войсками прибывают в Талас. Один Джамгарчи привел с собой 700 тысяч воинов. Ну и другие ханы тоже, наверное, привели с собой немалое количество воинов. Да? Манас поручает своим 40 чоро
принять войска ханов. И 30 чоро встречают ханов, 10 чоро гостей не хватило. Что как раз и говорит о том, что дружина Манаса — это и есть, по сути, аристократический класс киргизского общества. Чтобы встретить, разместить, там, забить скот, угостить 700-тысячное войско, которое принял Бакай. Стало быть, Бакай обладает достаточными ресурсами, и человеческими, и материальными. И таким образом, по сути дела, вот здесь мы видим, собственно, феодальное общество. Хан Манас, дружина, аристократический класс его, по сути. Ну и вот эти 12 тысяч гвардейцев Манаса, они, по сути дела, представляют собой аналогичное воинское соединение, которое было у Чингисхана и которое было, допустим, у Тамерлана. Сами ханы, которые привели войска, решили объехать эти войска, посмотреть, как кыргызы встречают их. И даже оказалось, лошадей кормят рисом кыргызы. И там режется там, и барашки, и кобылицы, и там, мед, и все, что хочешь. То есть 40 чоро Манаса способны встретить, ну, по сути, 3-миллионную армию 6 ханов. Что как раз и говорит о том, что чоро его были очень-очень, ну, по сути дела, вот те, напоминают вот тех сотников, тысячников армии Чингисхана, по сути дела. Они на местах правят людьми и при необходимости выставляют военные контингенты. Что касается вот 12 тысяч воинов, которые находятся в ставке Манаса. Из исторических источников известно, например, что у Тамерлана 12 тысяч воинов всегда находились в виде телохранителей его дворца. И вот историк Шерефеддин, современник Тимура, он оставил очень такое интересное наблюдение об одном из парадов войск Тимура. Да? Смотрите, что он пишет. Находясь на царски украшенной возвышенности, Тимур принимал парад 600 войсковых соединений, которые с ног до головы, одетые в железные обмундирования, шли стройными рядами, размеренными шагами, со знаменами и музыкой, своего рода фанфарами. Причем каждое соединение имело свое специальное обмундирование, как, например, красное или белое, синее или оранжевое и так далее. А некоторые целиком в кольчуге. Каков цвет обмундирования, таков и цвет оружия. И вот в этом же эпизоде, заговор ханов, когда Манас просит напугать этих послов, Джоуранчу выводит из крепости 12 тысяч воинов. И вот как он описывается. Первая 1000 в красном вся, красный мех, шелк и парча. В синем 2000 вся, мчалась оружием своим бренча. 3000 в желтом вся, двигалась грозно, как саранча. Смежная 1000 в белом вся, снегом казалась в огне луча. Ну и так далее. Таким образом, получается, что вот эти гвардейцы Манаса, по сути дела, напоминают гвардейцев Тамерлана. Вот такая вот регулярность войска, она была характерна для вот таких крупных феодальных правителей. Оказалось, что подобного рода обмундирование встречалось и у русских стрельцов, тоже одеты в различные цвета обмундирования,
что, видимо, было вот взято на вооружение из вот степных военных организаций. И таким образом эпоха развития кыргызского государства на Енисее, оно, собственно говоря, стало следующей стадией развития общества. И из письменных источников мы знаем, что это была великая держава с развитой социально-экономической системой и самостоятельной внешней политикой. Непоправимый удар кыргызам был нанесен только войсками Чингисхана в XIII веке. И, собственно говоря, после нашествия монголов на Сибирь, кыргызы, очевидно, покинули Саяно-Алтай. Основная масса кыргызских племен покидает Саяно-Алтай, что приводит к новому процессу этногенеза, который происходит уже на новой территории, в окружении новых этнических элементов. И вот этот процесс дает начало следующей стадии эволюции эпоса Манас. Очевидно, в этот период складывается цикл эпизодов о переселении кыргызов с Алтая на Алато, на берега Иссык-Куля и в долину Таласа, на первоначальную, в представлении сказителей, родину кыргызов. Тяньшанский период был весьма важным в истории кыргызского народа. Он отмечен рождением на Тяньшане мощного центра, ставшего колыбелью кыргызской народности, как особого этнического образования, в числе других вскоре после этого возникших тюркских народов Средней Азии. Исторический процесс военно-политического и этнического развития кыргызов в данном регионе имел решающее влияние на дальнейшее развитие эпоса Манас. Что происходит в этот период? Эпическая биография Манаса расширяется, дополняется новыми мотивами, а также происходит процесс циклизации вокруг Манаса героев самостоятельных, первоначально героических сказаний. Төштү, Кошой, Урбу, Кокотой. Возможно, эти произведения об этих героях бытовали самостоятельно, ну, то есть штука это однозначно, но в процессе образования кыргызского народа вокруг, значит, главного героя кыргызского эпоса начинают группироваться герои самостоятельных сказаний. Все они становятся боевыми соратниками Манаса и общенародными героями. Из племенных эпосов начинает формироваться единый общенародный эпос. В этот период происходит усиление историзации эпоса. В эпос начинают проникать названия реально-исторических родов и племен. Кыпчак, Татаран, Ногой, Нойгут, Найман. Вот это все племена, которые упоминаются в эпосе Манас, и их же можно встретить в самоназваниях родов и племен современного кыргызского народа. Эпос этого периода отражает процесс этнической консолидации кыргызов на Тяньшане, идею образования единой кыргызской народности. Перемещение основной массы кыргызских племен из Сибири на Тяньшань, борьба с монгольскими завоевателями, а в последующие века против калмаков, ойрат-джунгаров, способствовали собиранию и объединению кыргызских родов и племен в горах Алато. То есть, по сути дела, новый процесс этногенеза.
Борьба против внешних и внутренних врагов явилась важнейшим фактором, борьба против внешних врагов и внутренняя консолидация явились важнейшими факторами формирования современной кыргызской народности. Эта идея находит отражение в эпосе Манас. Основной идеей эпоса – призыв к объединению народов в борьбе против иноземных завоевателей. Известно, что после крушения государства Могулистан кыргызские племена, которые находились на периферии этого государства, вновь вернулись и, собственно, вышли на историческую арену как самостоятельный этнос. И, собственно, вот это и есть современный народ, который по сей день имеет место быть. Это и есть, собственно, современный кыргызский народ. И завершающий этап формирования эпоса Манас происходил, очевидно, в эпоху отражения ойрат-джунгарского нашествия. По сути дела, сами ойрат-джунгары на исторической арене появляются в 15 веке, после крушения Монгольской империи. Но в пределы Кыргызстана они вторгаются в 17 веке. И в результате этого нашествия кыргызские племена вынуждены покинуть были свои плодородные долины и перемещаться в высокогорные районы Тяньшаня, Памира, Алая. Собственно, вот эти в Манасе упоминаемые города, допустим, Самарканд, Бухара, Кыйба, Хива, да, это как раз вот те, с ними торговлю, экономические какие-то отношения. Возможно, были и этногенетические процессы, если судить из эпоса «Женитьба Манаса на Ханыкей», да, дочь бухарского хана. И, по сути дела, всплеск национального самосознания после крушения Монгольской империи, он приводит к бурному развитию эпического творчества казахского, узбекского, каракалпакского, кыргызского народов. И, безусловно, эти события, связанные с калмыцким нашествием, могли послужить вот тем историческим фоном, на котором разворачиваются события в Манасе в его окончательной редакции. В эпоху отражения джунгарского нашествия главной темой эпоса Манас становится борьба кыргызского народа с иноземными захватчиками за независимость, честь и свободу своей родины Алатау. То есть в этот период Тяньшань воспринимается уже как священная родина, не просто географическая реалия, а именно священная земля, где живет весь народ, то есть все кыргызские племена. Что интересно еще в этот период, что происходит? Проникают реальные исторические прототипы. Допустим, Алоке, Омурбай, Эсенкам. Все эти фигуры встречаются в калмыцких, монгольских летописях. Они становятся основными противниками Манаса. Но портретная характеристика, внутреннее содержание этих образов, оно вполне эпическое. То есть такое же, как и образы древних мифологических чудовищ. По сути дела, они ничем от них не отличаются. Но носят исторические имена и становятся основными противниками Манаса и в целом всего кыргызского народа. И в этот период, очевидно, сформировалось то, что Веселовский определял как цельный, полный эпос в форме народных эпопей. Завершение формирования кыргызской народности в горах Алатау, борьба за свою свободу и независимость против иноземных захватчиков усилили тенденцию к соединению в одно последовательное целое основных сюжетных циклов героического эпоса, кыргызского эпоса. В результате появляется, значит, произведение, связанное единой сюжетной линией и главным действующим лицом, богатырем Манасом, объединителем
защитником своего народа. Ну и, собственно говоря, события XIX века, связанные уже с феодальными междоусобицами, они приводят к появлению третьей части эпоса Семетей Сейтек, которые построены по принципу генеалогической циклизации. В завершении, значит, хочу сказать, что эпос развивается путем сближения его с исторической действительностью. Стартует он со сказочно-мифологической фантастики, но постепенно в связи с развитием общественного сознания, мировоззрения народа, перемещение массивов вот с Алтая на Тяньшань, да, все это стало предметом эпического осмысления. И вот эта многовековая борьба с различными завоевателями, с которыми столкнулся кыргызский народ на протяжении своей истории, все это стало предметом эпического осмысления, и художественное мышление достигает уровня вот эпопеи. Общенародный монах становится героем не просто своей семьи, своего рода, своего племени, но и государства, и народа в целом. Ну вот, пожалуй, и все. Я благодарю за внимание. Спасибо. Воезов и Бернштам, то есть у них целая концепция о возникновении эпоса Манас. Вы здесь говорите и в трудах Веселовского. Ошолордон айырмаланып, сиздин иликтөөңүздө эмне жаңылык бар? Ну, по сути дела, я как бы продолжаю в том же русском, больше жирмунского вряд ли, наверное, я могу сказать, ну, по этому вопросу. Но я старался привлекать именно тот материал, который я сам лично находил, да, и старался привлечь его. По сути дела, ведь героический эпос, как вид народного творчества, он развивается в связи с развитием самой истории. Да? И тут, раз история такая, то уже ничего не придумаешь, ничего не изменишь. Правильно? Если было калмыцкое нашествие, ну, все ученые будут говорить об этом событии. Да? Было переселение, допустим, с Алтая на Алатау. Естественно, все будут об этом говорить. И в каком-то смысле, да, я здесь повторяюсь. Более того, скажу, я брал за основу теоретические как бы, рассуждения именно вот этих крупных специалистов Жирмунского в первую очередь, в особенности вот о его учении стадиально-типологической преемственности, стадиально-типологического развития эпоса Манас. В некоторых моментах Жирмунский особо не останавливается. И я именно старался привлечь тот материал, который не использовал Виктор Максимович. Но по уровню компетенции, конечно, я до Жирмунского никак не дотянул, потому что это специалист вообще мирового масштаба. Ваше личное мнение, может быть, или гипотеза, да? К какому периоду все же вы считаете относится история возникновения эпоса Манас? Она совершает переворот в хозяйственной, в общественной, в семейно-брачных отношениях. И все это в совокупности оно приводит к возникновению нового вида творчества. Но оно опирается на предшествующий доклассовый фольклор, миф и сказку. Отталкиваясь от мифа и сказки, эпос развивается. Еще раз повторюсь, основное развитие эпоса заключается в том, что он все ближе и ближе смыкается с историей. Но, правда,
прям такого историзма, как, допустим, в исторической песне или в профессиональной письменной литературе, он, конечно, до такого уровня не доходит, поскольку это уже будет следующая стадиально-типологическая формация, основной как бы задачей которой, собственно, и является фиксация реальной истории, реальных имен, реальных событий. В эпосе есть художественное обобщение. Вот, практически весь более 2000-летний опыт народа в художественной форме переосмысливается и обобщается. Вот именно в таком плане идет процесс развития. Спасибо. Siz Manas'ın prototipі деп kimді айтар элеңиз? Эгерде ошондой oyunuz болсо. Жоқ, ну вот мындай да, мисалы үчүн вот орустардын былиновада Владимир деген бар, да? Князь Владимир. Под этим образом подразумеваются сотни князей. Да. По сути дела, у нас, если стартовал как сказочный герой еще до нашей эры, да? А потом с развитием там, феодальных отношений он все дополнялся. Потом, в конце концов, идет, сокрушает Китай, да, например, грозный феодальный властитель. Ну, пожалуй, такой же фигуры, как и Чингисхан, наверное, как и Тамерлан. То есть он вырастает не просто как герой там, кыргызского рода, племени, а как мировой завоеватель, по сути. Полководец, я имею в виду, да? Ну, поход на Запад, например, да, по Сагынбаевскому? Поход на Запад, поход на Китай, потом вот эти массовые передвижения с Алтая на Алту, походу он там разбивает такого-то хана, такого. То есть исторические предания, безусловно, стали как бы предметом, который как бы лег в основу многих образов. Но поскольку Манас является очень древним образом, он в себя вобрал как бы мотивы, характерные для многих эпох. Но если непосредственно как личности, вот кто мог стать прототипом, я бы, пожалуй, назвал бы, вот так ответил даже, что киргизские сказители придали образу Манаса черты грозных степных полководцев, уровня Чингисхана, Тамерлана, Атиллы, может быть, ну, в таком плане. Лишь это удалось Атилле, да, дойти до Франции. Так что в этом смысле, ну, не поспоришь, и, потому что это устное народное творчество, это вариант устного народного творчества и устного эпоса. Вот. В варианте Кабатабекова так и говорится. Он и устно об этом говорил, и исполнял Ну, так. да, И... есть. Ну, по сути дела, те варианты классические, какие мы имеем, в нем практически и Сибирь, и Тяньшань. И все, что между ними, да? Там Казахстан, и если современными вот регионами оперировать, а в Манасе вот все имеет место быть. Вплоть до Самарканд-Бухара, вот если запад, Китай – восток, Алатау – юг и Сибирь – север. Вот этот четырехугольник в Манасе без сомнения имеет место быть, как и в реальной истории эти регионы, безусловно, кыргызы имели отношения непосредственные. Хорошо?